Bugün biz Qoz köyündemiz, Sudak tarafında. Ya Arzu. Чем примечательно наше село, спросите вы меня, я вам скажу, ну, во-первых, здесь красиво. Село находится в такой живописной долине вокруг гор, и главная доминанта местности, это вот эта скала, она называется Порсукхая. Красоту здешних мест облюбовали уже давно, и многие путешественники, художники сюда приезжали и тоже оставляли на своих работах местный пейзаж. Кроме этого, в 30-е и 40-е годы здесь, в Козе, был домик художников Московского художественного института, и они оставили сотни работ, на которых запечатлили здешнюю местность. У них там и пейзажи, и домики. Вторая неочевидная вещь – это эта местность обладает очень древней историей. Генуэзцы вообще эту местность завоевали в XIV веке, в середине XIV века, у Золотой Орды. А вместе с этим завоеванием в их собственность перешло 18 сел, здесь, которые вот есть, 18 сел. И они эти 18 сел записали в своих документах. Некоторые названия как бы нам на слух ни о чем не говорят, а вот, например, это село было у них записано как Коси. Ну, Коси, Коз, да, наш Коз. И, секундочку, ну, то есть запись, это 14 век, 1381 год, если мне не изменяет память. Но это не значит, что с их записью здесь село появилось. Оно существовало и до них. Если верить археологии, вот церковь, в которую мы сейчас с вами пойдем, она 11 века. То есть этому селу там больше 1000 лет. Больше 1000 лет. Не каждый город крымский может похвастаться таким возрастом, да? Тут издревле выращивают виноград и существуют до сих пор, они есть. Аборигенные сорта винограда, знаменитые сорта винограда, это Эким-Хара, черный доктор, Дживат-Хара, черный полковник, Сары-Пандас, Кок-Пандас. Это все это вот местные сорта винограда аборигенные, из них приготавливают и производят соответствующих названий вина. Памятник архитектуры, если верить археологии, это 11 век. Довольно солидно, поэтому считается одним из самых древнейших действующих христианских храмов на территории Крыма. Что из себя представляет? Да? Очень простая архитектура, прямоугольное здание, классическая базилика. С восточной части мы видим алтарный выступ. Здесь алтарный. На крыше крест православный. Крыша очень простое сооружение. К сожалению, каких-то данных нормальных, достоверных о ее древней истории нет. Что-то известно про нее уже в такое более современное, более позднее время. Это там где-то возьмем с 18 века что-то про нее есть. Но они тоже, эти данные тоже такие полусказочные, мифические. В основном, короче, в каких-то легендах пересказывается какая-то история про это сооружение. Ну, например, есть такая легенда, что когда князь Долгоруков Кафу захватил Феодосию, то турки, которые здесь хозяйничали в то время, в отместку этого убили местного священника. И вот там вот перед входом вот есть могила, да, это вот ему она посвящена, ее восстановили, кстати, в 2000-х годах. Ну, здание многократно ремонтировалось, реставрировалось. Сначала здесь греки молились, потом греков выселили, было в запустении, потом в 19 веке ее отремонтировали для православной общины, которая здесь сформировалась. В советские времена тоже ничего не известно, что с ней были. В архивах нет никаких данных о том, что было с этим, когда ее закрыли.
только со слов там некоторых историков можно, я могу вам пересказать. В общем, информация такая, что закрыли ее в 1939 году, в помещении находилось зернохранилище. Ну, собственно, как и любое другое культовое здание в то времени. Так и делали. Такая же судьба, да, тоже. что Джами, что церкви, да. Собственно, одна и та же судьба у них. Чем интересна эта церковь еще? Вот сейчас мы зайдем внутрь, там в помещении есть купель, которая высечена из мрамора, и говорят, что ее привезли из какого-то, что она была частью колонны древнегреческого храма. Пойдем посмотрим. Она, кстати, в 60-е годы в советское время пропала, а потом ее нашли в 2000-х годах и вернули сюда. Ну вот на чердаке нашли вот иконочку. Видите, Спасителя, вот там темная. Ничего не было видно, кроме полоски. Вот это вот сверху полоска на лбу и на руке полоска. Оно сейчас выделяется. И вот тоже вот он проявился, образ Спасителя. Да. Да. Вот, потом у нас есть неканоническая икона Бога Отца. Большая вот эта. А что значит неканоническая? Ну, Не признана церковь. да. Бога же никто не видел. Ну да. Одну и другую. Вот она сама? Затем горела, спереди. Ya. Я деймін да, не үшін сіз я дейсіз? Сыздақтамыз да, я? Я последняя буква. Тоқуға бақсақ, тоқуқтан сырт тарап, сырт север тарап, север, да. И идем выше наверх, да, он очень много, он из Орска, а в Орске он много чего говорит. Бекердің білмеген şeyi yok. Мен білмеген şeyim yok. Суда хақында мен бірінші білмеймін, çünkü мен суда де Да. беремін. Енді біз аңладық. Я прям офигела. Не? Абьян. Deniz? Ял тарafı, там этот. Ha deniz bu bilin ya. Там на этом. Bu tarafta yani поселок. Çöl. Şöyle bakalım. Şöyle bakalım şöyle.
şey olacak. Kolay olacak o. Yengil olacak çünkü. Biz bugün Qo'sko'nun etraflarında bulunamiz. Bu yılda endi ikinci kere. Hayda keldik arzan. Biz? Sen Qo'z. Qo'z qayerda ekan? Qo'z. Hem Ayudak'tan, Ayudak'tan da hepsi yavru boyu. Üstü sefada. Ayuda bundan ko'riniyor ya. Bundan Ayuda ko'riniyor. Чайник на заборе не самое страшное. Второе страшное там бараньи рога на забор. Al tepede, ne eski evleri öyle İsmet İnce. Abi ses? İsmet İnce? Ya. Daha звездный час İsmet давайте. İnce. Da. Benim tabağım.
100% doğum Экодомымыз Карбалган болды. Мен доғымыз Меджите деймін, Кадес. Babanın adı ne? Сетвей. Samarkandski? Да, нет, они Катакурганцы. Kazakırganski. Bu bağla da Kazakırganski. Если Самарканд, Харшта. Bu Karaşahatan Ağa'nın torunu. Где живет? Журавка. Kazakırganski где живут? Журавки живут. И он все больше нет. Лафетник, да, уже? Я смотрю сейчас. Сейчас все родственники окажемся, блин. Da. Adamlar toplandıydı. Kaynatam olmayan son kartlar az, и в основном туда, да, ходит, на тот джами. Балабан Ну, джами. сюда сейчас никто не ходит, да? Да, практически нет. Вот. Bu cami, вот этот сосед, Казан татары, с Кабардино-Балкарии, Айварага, за свои деньги сам построил. Вот сосед, вот его Айвар сверил. Бекчулин. Айвар Бекчурин, да, добро. Поэтому Бекчур acaba. 2005 года. Да, строительство? да. А как насолда, да, что вот он начал эту строить? Он долго, да, строил? Просто параллельно что начали тоже строить? Да. Ту мечеть. И ту раньше открыли, чем эту. Da. O sebep var onun bu camiye yaptım. Abi evde Ну, bir семья, балалар. балалар takım ugar olduğuna, вся семья угорела. Вот здесь абы evde, да? Да, вся семья. Вот. Onun için o Kazan Tatar niyetledi Брадоли yer diye, а участка если на море поменялся с кем-то, и вот здесь вот он решил как вот это построить. Он все строил за свои деньги, никто ему рубля не дал. А он же меценат, он же этот был, да? Да. Бизнесмен. Просто его жена рассказывает, что он Татьяна. построил, потому что надо десятину было отдать. Да, как бы, öyle. по Ну, Бэр, по и исламу. вот, скорее всего, то ли нет, не yaptım. Вот. Ну, 2 года как его нет. Он позапрошлом году, под Новый год, geçindi. Bir-iki söz toponimler hakkında. Топоним. Верно, давай, geçeyim. Так, а бunda көрмейді бір şeylerini. Так, ну diyoruz bakayım. Ne var bunda? Ogumuzda toqluq sırt. Bu qayanada teki atan. Bu yanda taraqtaş ko'rindi. Так, bu yana baksak, bu sudağın dağları, buna bu belli alçak qaya. Son bu yanda артында abile bir ne burnu ko'rindi. Onun adı ne? Qoba qaya. Sonra bu taraftan uzakta ko'rindi abile bir parça. Onun adı Qush qaya. Так, burada bu ogumuzda Suri qaya. Suri qayanın артында Meganom. Meganom'un bir tepesi çoban bastı. O kadar. Koyunun adı Koyunun adı Qoz. Qoz. Ogumuzda Qoz. komşu koylar. Komşu qo'ylari sudaga ketganda to'qliq. Da ne var bunda? To'qliq. To'qliq. O yanda ne var edi? Bir zamanlarda Kopsel. Kopsel koyu. Bu tarafta Otos. И bu yanda Notoz ya. Bu yanda Notoz, o yanda Taraftaş. Bundan Taraftaş. Mindaline Şu Qoz degan sözün manası da belli değil galiba. belli. Ну, Qoz. Ай, ну, onu aytayıq, наверное, да?
неден коз кимер турк тилдерде жебиз демек. Ама биз эле сөзүн иштетмейик тилимизде. Коз ким жебиз бизде. Биринчи кере эштем. Ичте бир кере эштемеженсиз аны. Чүнки кимсе айтмай эле. Onun için şübeli cevizden geldi. Kadimi koyulgan son endi Kadimi- unutulgan tillerden. Ana işte 14. asırda Kossi dep yazılgan dokumentlerde, Cenevezlerin dokumentlerinde. Kossi. Sonda bir unuttum da bir koyun adı. Arkadere. Şimdi Mindal ne diler ona? O yerlerde de ne var? Belli bir ne var orada? Nasıl atacağım onu? Şarap yapan bir ne? Galitsin degen adlı bir помещик. İşte o bir zamanlarda bu yerleri satıp alıp Arkadere degen bir vin zavod var onda. Arkaderes. Buzulkalar yazarlar şimdi. Arkaderes. Aslında bu Rusya'nın şarap tarihi, bu Vinodeliya'nın tarihi başlandı. bu yerlerden başlanıyor. Князь Голицын. Как бы Новый Светте de var onun nesi. Evi zavodu. Ve bu yerlerde de. Masters-class seyirciler Так вкуснее. Просто смотри, если ты в конце бросаешь кофе, я как думаю, кофеина меньше будет выделяться. А когда ты в начале варки кидаешь, и оно уже нагревается вместе с водой кофеин, то есть больше выделяется, получается, это вещество. Поэтому кофе крепче получается. Более богаче, насыщеннее вкус. Январь ayı fırında. Arzu. Endi buraya çap. Buraya çap. Bugünkü gezintimiz sonuna yetti. Biz Qoz koyunu gezdik. Yur kanalı efirde biz ile olunuz ve Kırım'dan öyle kadimi, güzel, eski koylarının her birisini kısmet olsa beraber ziyaret ederim. Sağlıkla kalınız.